вы понимаете, что на 40 миллионов можно построить сквер или какое-то общественное пространство. Поэтому надо только, условно говоря, настроиться, найти решение. И таких предпринимателей множество. Вот давайте попробуем их найти, их заинтересовать. И действительно, это может быть какая-то даже не одна предпринимательская какая-то идея, да, а может быть это сообщество какое-то предпринимателей. Вот что может их заинтересовать, вот как раз задача стоит найти этот функционал. Ну, понимаете, очень тяжело горожанам придумывать бизнес-модель за предпринимателей. То, что мы видим в других парках, в других городах, где это все бесплатно, да, под открытым небом, это сложно монетизировать. Да? Михаил, еще раз, вы понимаете, что формат задач разный. Вот мы, смотрите, работаем не только же по этому конкретному проекту. Управление архитектуры сегодня как раз пытается сформировать вот эту политику. Прекрасно, когда за бюджетные деньги города получают бесплатно эти территории. Но еще раз, бюджеты не резиновые. Всегда нужно понимать, что территории, которые благоустраиваются на бюджетные средства, они даже по большей мере иногда вызывают, знаете, такое, как сказать, отношение. Что у нас вот в Якутске происходит? Ну, мы с вами уже сколько обсуждаем этот вопрос, когда на федеральные средства была благоустроена прекрасная территория с прогрессивными идеями. Как города сегодня готовы? Готовы ли они сегодня работать с такими территориями? Не всегда. Поэтому здесь конкретно на этом месте, в этом проекте у нас стоит с вами, ребята, совершенно другая задача. Попробовать решить эту задачу с привлечением внебюджетных источников финансирования. А для этого нет задачи жителям разработать финансовую модель этой территории. Мы сейчас хотим просто от жителей получить функционал еще раз. Сегодня давайте попробуем обсудить не финансовую модель, источник финансирования внебюджетной, это общая информация, что людям в Якутске, в центре города надо, и что может быть востребовано, очень максимально востребовано здесь у нас в центре города. Кроме, вот мы по активностям поняли очень большой запрос у молодого населения, город наш молодой, именно на такие активные территории. Но мы же понимаем, вот, Михаил, вы сами говорите, слишком шумные территории в центре города тоже не есть хорошо. Тогда что? Что еще? Давайте подумаем о других сообществах, что нужно людям, которые идут на работу там рядом, школьникам, которые там рядом учатся, идут в школу, просто жителям, которые в этом микрорайоне живут, гостям столицы, которые приедут в республику. Что еще можно? Надо найти просто, поискать этот функционал. Ну, не хватает общегородской детской площадки, как минимум. Если мы хотим охватить все возраста, то ее обязательно надо поставить. Не обязательно большую, дорогую, как, например, в Улан-Удэ недавно открыли «Играй, Байкал». Она стоит 100 миллионов. Только детская площадка. Михаил, я предлагаю вообще абстрагироваться. Давайте мы послушаем других участников, достаточно много. Да, я на этом заканчиваю свою... Что касается детской площадки, спортивной площадки, давайте мы это не будем обсуждать. Что еще нам хотелось бы видеть? Потому что понятно, что у нас кроме площадки Водяновой в городе ничего нет. Площадка для активности, нужна. Вопрос, в каком формате и что это. Давайте послушаем. Вот Олег Маклашов у нас, представитель Общенародного фронта. Олег, у вас же столько идей. Что вы хотели бы предложить? Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте еще раз всем. Я уже, в принципе, высказался до вашего подключения, но вкратце я повторю. Основная идея в том, что должна иметь круглогодичную функциональность. То есть, если есть какая-то площадь для роллеров, для каких-то активных, то она должна иметь двойное назначение, летняя и зимняя. Если есть велосипедная дорожка, зимой она должна становиться лыжной дорожкой. Если есть роллер-дром, зимой он должен становиться для коньков, наноситься лед и так далее. И в моем понимании, я в этом глубоко убежден, должно быть строение круглогодичное, какое-то, которое должно обеспечивать и содержать этот. Я являюсь не только членом Общероссийского народного фронта, я предприниматель с огромным стажем. Я вхожу в Координационный совет при главе республики по
предпринимательства и города, и как бы понимаю, ну, как деньги работают и как они могут содержать, как они могут зарабатывать на какие-то перспективы. Поэтому наличие капитального объекта, либо круглогодичного легкого строения переносимого, оно должно быть обязательно на этом объекте. И площадь его должно быть, в моем понимании, не менее 5000 квадратных метров. То есть, по факту, если там 8 га, то тогда должно быть там, ну, 5 га как минимум накрыто и находиться функциональным. Потому что это для молодежи, мы понимаем, для молодежи. Молодежь – это мы сами все, да, в душе молоды и помним все это время. Денег у молодежи нет ни на что. То есть то, что дали мама с папой, в лучшем случае, да, ну, заработать молодежь современная, не знаю, не может на свои развлечения. Поэтому у молодежи денег нет, максимум шоколадка, которую они готовы потратить. Соответственно, там должно быть для бизнеса такая возможность, которая бы давала доход. То есть если будет направленность любая, какая бы там ни происходила, там, допустим, на активные какие-то, ну, ролики, лыжи там и так далее, то, соответственно, там должен быть обслуживающий центр для этого, магазин, продающий инвентарь, экипировка и так далее. То есть прям целевое назначение должно быть комплексное, начиная от момента рекламы, момента продажи, момента обслуживания и использования в одном месте. Тогда это будет рентабельно, тогда пойдет бизнес. Если единого комплекса этого не будет, то вот я приводил пример площадки нашей, которая напротив общественного центра Курашова 24. Прошел год, еще не прошел даже год, как ее запустили, она в крайне плачевном состоянии, мы все знаем. Все качельки уже оторваны, палки, все изрисовано, плитка везде отвалилась, местами провалилась, там уже ямы, и никто не обслуживает, никто не содержит. Почему? Не потому, что никто этого не хочет делать, а потому, что это место не приносит денег. И как бы мы не хотели сделать это красиво, оно в конечном итоге придет в запустение, потому что инвестирование – это одно, содержание и доход – это совершенно другое. Нужно идти именно на конечную точку, если стоит задача именно за счет инвестора это все сделать, то есть решать этот вопрос комплексно, то есть сразу концепцию разрабатывать такую, что, повторюсь, от момента рекламы, заканчивая использованием и ремонтом в том же месте, чтобы все было. Тогда это будет интересно. Только концепцию для молодежи нужно понять, что именно молодежи нужно. Вот ролики, да, велосипеды, там, битбоксеры, вот молодежь, Каванаев Дмитрий столкнулся с такой проблемой, то что нет места, где наносить граффити, да, то есть для художников пространство, которое это все должно меняться. То есть и для этого должно быть постоянная, условно, смена выставки, на которой можно купить, можно представить, можно продать, и потом поменять, и пошло. Но без объекта, который будет работать круглогодичного, теплого, я, честно говоря, как бизнесмен не вижу будущего. Спасибо, Олег. Немножечко прокомментирую. Смотрите, во-первых, 5000 квадратных метров – это, конечно, сильно. Нет задачи вообще на общественные пространства превращать какие-то источники дохода в принципе. Просто здесь другой подход, мы хотим и такой формат опробировать. Например, все, что касается городских территорий, это ответственность города. Нельзя, наоборот, заполонять общественные пространства объектами предпринимательской деятельности полностью. Другое дело, что должен быть баланс. Какой объект, небольшой объект, большой объект. Еще очень важно, что объект, как только объект больше, чем 1500 квадратных метров, это объект как строительства однозначно, это значит, земельный участок должен предоставляться в соответствии с Градкодексом только на основании торгов. И это проведение госэкспертизы. То есть это все усложняется. На самом деле общественные пространства, вот коллеги из Татарстана, вот Миша приводит, да, они тем и хороши, что их можно очень быстро предметно отработать. Именно как объекты благоустройства некапитального характера. И даже круглогодичные павильоны некапитального характера, даже у нас в республике уже есть практика. Мы, например, в Нюрбе вот буквально открыли в субботу, построили павильон площадью 300 квадратных метров, как некапитальный объект. То есть здесь нужно понимать. Давайте еще кого-то послушаем. Кто у нас? Ирина Дмитриевна, ремарку, позволите. Это же, получается, общественное пространство будет сделано не как социальная нагрузка государства, а как инвестирование бизнеса в объект.
Если это будет легко трансформируемое пространство, то какой бизнес пойдет вкладывать деньги? Нет, не говорим о легко трансформируемом. Мы говорим об объекте круглогодичном, постоянном, но с точки зрения градостроительного законодательства хорошо было бы это решить именно как некапитальный объект, некапитальный. Но это нюансы. Сейчас давайте попробуем все-таки выйти на функционал. Спасибо, Олег. Кто еще готов предложить что-либо? Да, у нас тут есть комментарии в чате. Ильгун Антонов предлагает крытую современную библиотеку с коворкинг-центром, лекторием и кафе. Библиотека может приносить доход, коллеги? Вот тоже вопрос интересный, да? Конечно, замечательно было бы получить такое общественное пространство, открытое, но как его содержать, за счет чего вопрос? За счет кофе, Ирина Дмитриевна, за счет кофе. Хорошо, еще, коллеги, предложения. За счет кофе, на самом деле, маржа хорошая, но объемы очень маленькие, и да, сложно представить, что какой-то предприниматель потратит, ну, как минимум, смотрите, на такую территорию, вот мы уже по опыту знаем, да, как минимум там нужно 40 миллионов. Кто потратит 40 миллионов с задачей окупить это на кофе? Ну, это сразу... Нет, это, конечно, как элемент, да. Подскажи, пожалуйста, вот, допустим, наше агентство по привлечению инвестиций там может направить запросы в разные страны, какими-то проектами? Коллеги, еще раз, агентство по привлечению инвестиций готово будет подключиться к поиску инвесторов, если город сегодня открыто составит техническое задание на конечного пользователя. Что нам, как жителям города, надо? Все. Конкретно что? Какой объект, чтобы привлечь инвестора? Вот Олег совершенно прав, что должен быть какой-то объект круглогодичный. Мы все, я думаю, с этим сегодня согласились. Да? Миша вот прекрасную презентацию стал показывать, например, Бокс-парк в Лондоне. Прекрасное, недорогое, большое достаточно круглогодичное общественное пространство, которое приносит доход предпринимателям. Ну, практика есть, просто функционал давайте подумаем. Например, в Лондоне это такие маленькие как бы торговые павильоны, где модные дизайнеры продают какие-то вещи, плюс кафе, и плюс место для общего, ну, как бы, общения просто. Что еще можно сделать? А вы не хотите... Ирина Дмитриевна. Ирина Дмитриевна. Я бы хотел добавить вот как раз-таки по бокс-парку в Лондоне, да, можно также такие же контейнерами размещать по периметру вот этого сквера, как бы перекрывая его, отделяя от улицы. Там разместились бы резиденты. Это можно сделать не затратно для предпринимателей, но так, чтобы городу было... Да, то есть там бы разместились резиденты поменьше, а крупный резидент, кто бы уже всей территории владел, он был разместился в здании в центре побольше, там был бы уже повыше потолки, а в этих бы контейнерах по периметру очень бы с удовольствием арендовали разные предприниматели города и открывали там разные магазины, кафе, потому что люди будут стекаться со всего города в это место, если там сделать точки притяжения для молодежи. Давай мы послушаем наших участников. Да, мы... Ну все, я все добавил. Идеи, да, свежие. Ирина Дмитриевна, а можно я скажу сейчас? Я вот сейчас захожу в самолет. Конечно. Коллеги, всем доброго дня, всех рад видеть, слышать. На самом деле, вот я, конечно, поддержал бы Василия, который за контейнеры и прочее. У нас уже кейсы есть. В целом, да, несколько людей в городе вот этой темой занимается и давно горят тем, чтобы такой бокс-парк, что-то подобное появилось. Здесь нужно собрать всех этих людей, которые как-то так или иначе имеют интерес к такому виду как бы создания, да, таких сооружений некапитального строительства, и с ними проговорить четко, кто готов, кто вложит. Ну, кто готов вложиться, все, давайте кооперируемся и все, создаем. Вот. На предпринимателей как бы вот все, что нужно сделать, да, на этой территории, навесить, ну, действительно сложно будет. Сейчас у предпринимателей время сложное. Вот мои товарищи, коллеги, идея кофе, они подключились, но здесь надо конкретно вот какую-то минималку им сделать.
А за счет них, ну, вряд ли. А вот за счет Майтона, инфраструктуру, все там, как все это видится, за счет бизнеса, это, в принципе, наверное, возможно. Поэтому мое предложение собрать тех, кто готов из предпринимателей так или иначе принять участие, потенциально готов. Спасибо, Иван, но мне кажется, что такая схема, она не для этой территории. Потому что, еще раз, такие схемы сейчас надо отрабатывать по всем общественным пространствам, когда есть, например, вот, например, сквер Ямщиков, мы его в этом году построили, реализовали, и 3 торговых точки сделали. Вот туда, да, предприниматели можно зазвать, они охотно, возможно, зайдут и начнут делать. Другое дело, как вот, Иван, ты совершенно прав, что невозможно на предпринимателя наложить обременения большие. Нам нужны какие-то такие новые, абсолютно прогрессивные идеи, когда предприниматель, наверное, готов был бы все-таки городу практически социальное инвестирование, что-то подарить и долго там окупать те расходы, которые он понес на начальном этапе. Это же сложная тема, действительно. Вопрос, можем ли мы предпринимателям дать вот этот функционал? Просто эти там ларьки, вытащить опять маленьких предпринимателей, это не механизм, это же просто предоставление субаренды. Например, есть какое-то пространство, заходит собственник, и он потом субаренду сдает другим предпринимателям. Это не выход. Что-то одно большое, что сразу человек мог бы там. Ну вот, например, круглогодичный, тот объект, о котором мы говорим, мне, например, кажется, что это вполне такая рабочая схема была. Плюс кафе, плюс там какие-то открытые вещи, плюс, если он мероприятие на улице будет проводить, там доходную часть. Вот кроме такого активити круглогодичного парка, еще что можно? Есть какие-то идеи еще, ребят? Разрешите мне сказать, Ирина Дмитриевна? Да, давайте. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Я, наверное, сейчас буду говорить против своих убеждений, тех тем, которые я всегда защищаю, но молодежный сквер там, скорее всего, будет невозможен по очень естественной причине, которая здесь уже до этого звучала, это фактор тишины. Эти многоэтажки, которые стоят на нашей карте, которую мы сейчас показывали на улице Курашова, они однозначно будут писать жалобы. И, по сути, там невозможно будет провести толком никакого мероприятия. А для оператора, который возьмет на себя ответственность по содержанию этого помещения, это будет бесконечная отписка в разные структуры о том, что там никто не желал друг другу зла. Так что, скорее всего, с молодежью, наверное, там это не совсем подходящая, в принципе, идея. Мне кажется, к сожалению, так. Единственное, что я там, возможно, бы видел, это, возможно, даже не капитальные, а наши контейнеры. Ваня, конечно, тоже прости, но в данном случае там тоже не подойдут, потому что они считаются НТО. Все равно они подходят под требования, рекомендации охранной зоны, а вот эта вот теплотрасса, а мы уже миллион раз это обсуждали и с городской архитектурой, и с согласующими органами, они нам никогда в жизни не дадут разрешения на то, чтобы там стояло нечто подобное. Там единственное, возможен какой-то сквер, а содержать его я не вижу небюджетных источников, какие возможно придумать. Единственное, что я вижу, это открытые, не теплые линии, очень длинная линия ярмарки, некой ярмарки, возможно, какой-то, пусть зимой это будет рыба, пусть это будет тематическая ярмарка, показывающая нашу национальную вот эту вот нашу тематику, да, там зима начинается с Якутии и так далее, а летом пусть это будет овощная там и так далее, но в этом есть хоть какая-то гарантия того, что будет самоокупаемость и найдется, возможно, меценат, предприниматель, который это возьмется делать, но другого я, к сожалению, ничего не могу там сказать. Николай, знаешь, это твое выступление прямо такое грустное, ничего нашему городу не светит, позитивного, интересного, нового. Как-то так очень немножечко настроение такое. Давайте мы попробуем все-таки поискать. Вот буквально в 17 часов мы общались с городской архитектурой, и вот мы уже буквально год прошел, как мы бьемся за конкретным постановлением 180-м городского округа город Якутск, где все четко написано, по какому регламенту что должно выдаваться под предпринимательскую деятельность, да, по общественным пространствам. Но этого не происходит, потому что АЗО и ГИЗО категорически в данном случае с нами против и видят в этом нарушение закона. Это
просто у меня нет слов. А мне вот это очень, на самом деле, кажется просто абсолютно бюрократия, коллеги. Я вот открыто очень говорю, что, к сожалению, город сегодня не хочет запускать предпринимателей на общественной территории. Ну так нельзя, ребята. Это же очень простые вещи. Почему другие города уже делают это все, а мы никак не можем? Это обычная, господи, бумажная волокита, когда люди не могут документы сделать. Есть у нас представители округа, может быть. Но давайте мы не будем превращать сегодня в такую бюрократическую. Сегодня поиск идей. Вот Марина, может быть, я не знаю, кто у нас. Иван Новгородов. Моя идея, будет ярмарка. Предложение, да. Ярмарка Николаев поступила. Олег Желнин, может, от вас, да? Олег Желнин, точка взаимодействия. Дело в том, что вы упускаете один момент, который уже много лет происходит в нашем городе. Этот момент нашей выставки. Они происходят вообще интересно. Почему-то, например, в Победе, вот рядом стоящем спортивном зале, потом в различных местах, которые не приспособлены даже к этим выставкам. Я это грубо объясняю. Нельзя ли же из этого сделать выставочное пространство, соответственно, в которое могло бы войти там определенные элементы, как для молодежи, но, используя вот это пространство, можно же там полусферу вашу же поставить. Технологии это позволяют, в принципе. То есть не ангар, который, вы сами понимаете, не контейнеры, а сборная-разборная конструкция полусфера. Это можно сделать, в принципе, если подтянуть туда соответствующих предпринимателей с условием того, что проведение выставок в центре города уже доказано, даже последняя ярмарка осень, да, видели, да, сколько было народу прямо у Минсельхоза. Но, ребята, у вас рядом стоит большое пространство, его надо благоустроить и сделать универсальным. Может быть, да, не стоит делать капитальных там таких вещей, но если предпринимательскому сообществу предложить такое, есть же в городе ряд фирм, которые занимаются этой выставочной деятельностью, в принципе. Есть ряд фирм, которые даже предлагали эти технологии каркасного строительства, которое легкое, на этих выставках был. Это можно все сделать, если предложить их определенные их условия, узнать и все. То есть сделать универсальную площадку, которая позволила проводить те же молодежные выставки, в принципе. Единственное, что там надо согласовывать, кстати, я хотел бы тоже с вашей стороны попросить, учитывайте тот факт, что мы создаем новую компанию, да, энергоресурсную, и вот эти сети будут к ней же относиться. Почему бы новой компании в этом не поучаствовать? Потому что на сегодняшний день она появится, тем не менее она какой-то вклад должна вносить в городскую инфраструктуру, в принципе, как новая компания. Потому что без них, честно скажу, это пространство не благоустроить. Представляете, придет какой-то там сантехник или еще инженер и скажет: здесь не перекрывайте, здесь у меня заглушки стоят, я их открывать должен, закрывать и так далее. То есть все равно согласования какие-то надо проходить. И поэтому я считаю, что здесь надо энергоресурсников обязательно подтягивать, потому что трассы их, и делать там придется все равно эти переходы для жителей. И подъезда, например, вот я представил себе площадку с каркасным полусферой, и рядом, например, была выставка, например, техники зимней МЧС зимой, да, и она там стоит, там подъезд есть. Но это же великолепно. И тут же могут и рыбу продавать и так далее. Что еще предприниматели есть? Замечательная идея, Олег. Вообще выставки же понятие очень такое обширное. Например, вот сейчас до этого Николай говорил, да, выставка там, условно говоря, там продукции, рыбы, это одно как-то, но выставки могут быть совершенно другие. Вот формат выставок тоже же можно, например, выставка современного искусства, какую-то галерею под открытым. Можно придумать, мне кажется, хорошая идея в части именно сборно-разборных. Сейчас же действительно есть вот такие пространственные конструкции, из которых можно что-то сделать и не ограничиваться какими-то, как сказать, такими узкими категориями. Спасибо, Олег. Еще, коллеги, есть предложения? Я бы хотел ремарку по этому поводу сказать, пожалуйста. Смотрите, если мы будем уходить от вопроса именно молодежного пространства, а будем делать там какую-то выставку, то по пожарным СНИПам должен быть сквозной и круговой проезд. Уже не получится. Если там будет проходить какие-то ярмарки, мероприятия, то, соответственно, это будет местом притяжения
возрастного населения. Те, которые на машинах, те, которые должны будут подъехать, найти парковку, встать. В этом месте, в окружности, я не знаю, там, до площади Ленина, до площади Орджоникидзе, близлежащей парковки не существует просто физически, и там создать это не получится. Поэтому уходить от тематики молодежного пространства недопустимо. И наличие этой ярмарки, всего остального, то, что связано уже с человеком. Я думаю, что выставку-то как раз, посмотрите, мне кажется, здорово, что у нас такие уже дискуссии. Выставку действительно нужно понимать, какого рода и характер, функционал этой выставки. Выставочная деятельность, она очень широкая. Например, как раз молодежные выставки, мероприятия, направленные на поддержку молодежи. Можно это совместить, я думаю, и сделать из него действительно большую там сельхозвыставку, техника, заезды там. У нас есть Комсомольская площадь, Крестьянский рынок, где мы сейчас, кстати говоря, с Якутской ярмаркой. Там должен быть для начала сквозной проезд, там нет сквозного проезда по определению, и не будет там сквозного проезда, поэтому там выставки по определению сразу невозможно. То есть это как... Выставки разного рода, Олег, выставки. Хорошо, услышали вас. Еще, коллеги? Георгий Николаевич пишет, можно проводить молодежные мероприятия, встречи, да, на фоне выставки. Почему нет? Еще что там? Вот. Иван тоже пишет, да. Еще, ребята, выступайте, кто готов? Мне кажется, надо послушать предпринимателей. Мы их сегодня позвали. Давайте. Есть у нас кто-то? Вообще, что было бы интересно бизнесу там делать? Построить дом и все. А вы Наталью Храмцову не пригласили, да? Пригласили. Смотрите, был пример, когда на озере Щорса мы пытались сделать как раз Наталья Храмцова, они собственники, там как раз на этой территории рядом гостиница «Марракеш». Вот. Они в свое время даже с городом мы делали договор о предоставлении земельного участка по разрешению на использование с условием, что предприниматель может воздвигнуть какой-то объект. И тогда Наталья там предлагала сделать детский досуговый центр, контактный зоопарк, что-то еще, но просто это выросло в какой-то очень большой такой практически объект строительства, из-за этого там с городом опять не сошлось. Но здесь территория гораздо больше. Здравствуйте, вот меня зовут Ирина, я представитель Натальи Храмцовой. Ой, прекрасно. Да. Вот мы по Курашова как-то с вами тоже разговор вели давно этот. Мы предлагали вот типа как объекты, как контейнера. Вот молодые люди тоже предлагали, у нас тоже типа такого было. Но мы хотели, конечно, направить именно на детское. То есть проведение каких-то дней рождений, фотосессий для детей, подростков там, не обязательно. То есть у нас психологи, мы предполагали, что будут сидеть. То есть это такое место, где вот, как детский развлекательный там центр, такие же, как кружки различные, там рисование, там что-то такое. Мы такое видели. И, естественно, площадка, то есть это летняя, тоже какую-то велосипедную мы рассматривали дорожку по кругу, да. Наше предложение... Вы были, смотрите, вложиться даже в прилегающую территорию тогда. Я же помню этот проект. Да. Бизнес-то как раз показал свою заинтересованность и готовность заходить на эти территории. Вот, как вы думаете, вот эта территория, она еще с большим потенциалом, чем озеро Щорса, может быть объектом интереса предпринимательского сообщества? И какой функционал принес бы вам экономическую эффективность? Вот мы поэтому хотим от людей, от жителей узнать, что хорошо было бы там сделать по функции. И в ТЗ проекте должно быть то-то. Как бы жители хотят, конечно, все бесплатно, чтобы там было, да? А как предприниматели мы должны заработать. Поэтому здесь наши как-то интересы не сходятся. То есть сделать, бесплатное что-то, естественно, вот арт-объекты очень понравилось вот мне для рисования, то есть какие-то вот плиты, действительно положить, чтобы там люди рисовали. У нас, кстати, по Щорсу тоже такое было, но там не плитами было, а такими как арт-объектами, чтобы люди могли разрисовывать, там что-то такое. То есть вот это, это интересно. Естественно, чтобы вот мы заработали, это не какие-то там магазины продуктовые, нет, как там началось у нас по Щорсу, люди не поняли. А именно вот досуговые, то есть для детей, для молодежи. Задавала Ирина. Мы еще, кстати, этот вопрос обсуждали еще в прошлом году с Виктором Гилевичем, собственники сети кофеин Travelers,
они же тоже заинтересованы. Например, вот кофейня – это источник дохода, все. Ну, обычное кафе, в котором можно просто... Да, где не пьют, а где только кофе, перекусить, без такого... Уже же понятно, что на такой территории, если будет грамотное социокультурное программирование, кафе там, вот мы думали, еще связать с каким-то еще дополнительным функционалом, и предприниматель готов был бы наверняка заходить с условием, что земельный участок ему не надо участвовать на аукционе, не тратить на этот земельный участок, а наоборот сразу заходить и вкладываться, все. Заодно за счет того, что он не вкладывается в землю, город получает благоустроенную территорию, а еще и предприниматель сам потом за этим ухаживает. Разве это не механизм вопроса? Ну, механизм, но опять же вот поднимали вопрос насчет коммунальных там сетей. По Щорсу у нас тоже этот же вопрос возник. Вот как там вот эти 15 метров, это, естественно, территория там уменьшается, да? Как эти вот все подключения, ну, как бы нюансов тоже много присутствует. Да, мы со своей стороны сейчас, смотрите, ребята, тогда нам надо будет центр компетенции, который занимается непосредственно подготовкой технического задания, в первую очередь необходимо проработать все охранные зоны, все ограничения, которые есть на этой территории, и практически вытащить пятно застройки, возможное на этом объекте, чтобы было понимание, какой объем объектов мы могли бы там предполагать. Это тоже одна из задач. Да. И вот, конечно, магазин вот этот, который стоит, он действительно там посередине стоит, как бы либо договариваться с собственниками. Ну, то есть он там не нужен, потому что если мы сделаем там красивые арт-объекты, да, что-то поставим, он там вписываться никак не будет. Спасибо, Ирина. Смотрите, вот очень хорошие у нас тут уже пошли предложения в чате в нашем, да. Например, есть понятие грантовые средства. Сегодня есть возможность ведь не только бюджетные средства привлекать, есть институты развития. Мы сейчас проходим программу обучения в Сколково с командой города. Сергей Владимировна, кстати, сейчас находится прямо в Москве на очередном модуле, да. И есть, например, разные фонды, из которых можно средства получить. Допустим, оборудование хорошее, там, не знаю, детской площадки, можно там из одного источника, еще что-то. Всегда нужно понимать, что деньги – это не панацея. Важно понимать, что нужно людям, проработать проект. Для того, чтобы проект проработать, архитекторам нужно понять, какой функционал, вот, собрать побольше понимания, что же действительно важно, нужно людям, и уже с этим проектом идти, например, если люди говорят, нам нужно, будет здорово, если будет активити-парк крытый и кафе, определить пятно застройки, я думаю, что бизнес просто на объект точно зайдет. Другое дело, что мы можем совместно сделать по благоустройству, вот как раз открытое пятно, откуда взять деньги на качественное благоустройство. Вот этот вопрос, готов ли бизнес еще вкладываться, кроме в сам объект, в прилегающую. Елена Дмитриевна, я извиняюсь, у нас осталось 3 минуты. У нас вообще платная версия, мы могли бы сидеть сколько угодно, но почему-то сегодня это не работает. У нас ограничение по 40 минут. Еще подключимся, ничего. Мы, например, временем особо не ограничены. Если есть у людей предложения, пожалуйста. Да, вот Марина совершенно права, нужно сейчас решить, ребята, что хотят жители. А предприниматели уже, исходя как раз из потребностей жителей, они уже, важно, что мы предпринимателям дадим возможность предоставлять услуги жителям. Что еще могут сами жители предложить? Есть еще предложения? Тут очень много свежих новых лиц. Тимур Калякин, Роберт Иванов. Есть у вас предложение? Иван Новгородов. Да, пока затишье, можно я вставлю еще немножко? Ага. В общем, у нас идет запись. Мы, скорее всего, постараемся выложить сегодняшнее обсуждение в сеть. Также все комментарии и ваши предложения зафиксированы. Мы их также опубликуем. Спасибо. Еще, коллеги, есть предложения? Дмитрий Паньков, вы представитель какого сообщества? Можно вас услышать тоже?
молодежка Общероссийского народного фронта. Ну, я уже высказался маленько за объект, но так как у нас все ушло в то, что, получается, здесь нужны будут инвестиции бизнеса, соответственно, пока таких прям достойных предложений я не могу внести. Это, возможно, единственное, я так семечку, так сказать, закину для раздумий. Очень я был удивлен и до сих пор продолжаю удивляться, что у нас развивается и прям молодежь активно встает на коньки, именно на ледовые коньки. И если будет возможность строительства, ну не строительства, а создания катка, который функционировал бы не как у нас это происходит 3 месяца, да, всего, или сколько там весной, а немножко начать кататься ребята, ну, тоже как вариант. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста, предложение. Так, мобильный многофункциональный объект, Георгий Николаевич. Да, действительно, мы вот как раз об этом и говорим, Георгий Николаевич. Просто вопрос еще расшифровать бы эти функции. Я думаю, что многие согласятся, что да, действительно, может быть круглогодичный объект, пока еще сложно по объему, но какой функционал этого объекта хотелось бы видеть на этой территории? Есть еще у нас предложение? Вот 27 участников что-то как-то... Коллеги, я тоже предлагаю, на смотрите, самом деле прозвучало много предложений. Я думаю, вот сейчас ресурсный центр это все сформирует в одну единую систему. Да, и там уже дополнительно можно будет как-то там добавить, убавить, там свои мнения высказать. На самом деле много предложений поступило и много интересных.